Начало июля. Внимание, покупатели на торговых точках уже привлекают арбузы и дыни. Считается, что сезон бахчевых – это август, но любители сочных ягод ждать не собираются. Между тем, региональный Роспотребнадзор предупреждает о возможных негативных последствиях после употребления бахчевых. Ранние арбузы опасны для здоровья и могут стать причиной отравления. Надзорные органы проверяют торговые точки на наличие документации, разрешающей продажу бахчевых. Постановление главного санитарного врача о усилении надзора за данной продукцией. Это каждый год. Ежегодно нами проводится эта работа. В связи с этим необходимо вам иметь лабораторное заключение. Это вы сами представьте? Да. Вот мы сейчас нашим нитратотестером проверили на наличие нитратов. Наблюдается превышение. Превышение? Да. Для того, чтобы утвердить данное заключение, нужно проведение лабораторного анализа данной продукции. В основном полосатой ягодой торгуют прямо вдоль трассы. Товар у всех на виду, поэтому и разбирают лучше желание заработать сильнее, чем запрет на подобную торговлю. Даже через кожуру арбузы могут впитывать большое количество соли и металлов, которые есть в выхлопных газах. Как итог, количество нитратов больше допустимого в каждой второй ягоде. Мы сейчас смотрим по местам, но для этого нужно лабораторное заключение, чтобы Сразу скажешь, да? сразу он показывает, но чтобы подтвердить данные результаты, обязательно лабораторное заключение нужно. Опасно. Да. Превышение наблюдается в многих местах, наблюдается превышение. В связи с этим мы дополнительно взяли продукцию на проведение лабораторного анализа, чтобы достоверно подтвердить заключение нашего нитратотестера. То есть вот такие мероприятия нами проводятся, они проводятся регулярно в соответствии с тем, что есть постановление, как я ранее сказал, санитарного врача по усилению надзора, и мы будем в дальнейшем проводить данные мероприятия. От такого сомнительного удовольствия стоит воздержаться, советуют в Роспотребнадзоре. Но если же вы решились, полезно знать некоторые нюансы. Продукты, реализуемые на рынках и ярмарках, можно продавать только после проведения экспертизы с выдачей свидетельства установленного образца, которое должно быть предъявлено покупателю по первому требованию. Нужно лабораторное заключение, чтобы подтвердить безопасность. У вас не требуют эти документы? Документы у вас должны быть по-любому. Справка о лабораторной экспертизе – главный документ, который должен быть на руках у всех продавцов. И вот третья по счету точка. Никаких бумаг о качестве бахчевых у предпринимателей нет. Но, как выявил сегодняшний рейд, безответственность наблюдается не только у продавцов, но и потребителей. Сопроводительные документы они особо и не требуют. Для этого есть у нас комиссия, торговая комиссия. Они должны обходить, спрашивать, отмечаться аркетышки. А салат, он астраханский ягод. Астраханский арбуза еще нету и скоро не будет. Вообще астраханский сорт. Они созревают в лучшем случае в середине августа. Это августовские, сентябрьские арбузы. Он написал, хочешь верь, хочешь нет, твои проблемы. Между тем, часто можно наткнуться на неестественно большие арбузы. Есть вероятность, что их обрабатывали раствором нитратов, что и дает такие результаты, предупреждают специалисты. Для здоровья это совсем небезопасно. Нужно понимать, что бахчевая продукция, она может быть завезена из других регионов. То есть там, где больше солнца светит, там, где она быстрее созревает. Нам нужно наличие документов, то есть если данный продавец, он готов реализовывать эту продукцию, он должен получить лабораторное заключение и иметь необходимые навыки реализации данной продукции. То есть данная продукция, она не может быть реализована, то есть раскинута навалом как-то, либо реализовываться под прямыми солнечными лучами. Уже в лаборатории первое впечатление от ягоды обнадеживающее, но внешний вид оказался обманчив. После проведенного химического исследования выяснилось, нитраты превышены. 2% завышения было. Норма вообще арбузов 60. Конечно, нитраты, если в завышенном виде мы будем их очень много употреблять, конечно, они будут вредно влиять на наш организм, так как это химикаты. Мы вводим химикаты, чтобы увеличить продукцию, чтобы она побольше была. И за счет этого этот химикат идет в наш организм. Конечно, оно большой вред дает нашему организму и нашему иммунитету.
Грозит ли предпринимателям штраф, и изъятие товара станет известно уже после всех экспертиз. Самый пик продажи бахчевых еще впереди, поэтому такие рейды станут регулярными, чтобы на стол потребителей не попал ни один просроченный или незаконно завезенный продукт. Жарадат Хулухоева, Джамиль Тамасханов, Новости 24.